Сегодня в областной библиотеке имени Молдагалиева состоялась презентация книг Казбека Кавжана и Ахмедияра Батырханова. Сборники увидели свет при поддержке акимата региона. Их авторы – члены Союза журналистов, обладатели нагрудного знака «Лучший краевед». В связи с указом главы государства о Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий в области создана региональная комиссия и рабочая группа в ее составе. Результатом работы в прошлом году стали две книги «Сенім Сергельден» и «Таухмет Тарткан Тагдырлар». Одна о деятелях религии, другая о тех, кто в период с 1939 по 1945 годы попал в плен и погиб в тылу врага, либо был оклеветан и безвинно наказан. Собрав эту информацию, мы издали книги, а также открыли специальный сайт Батос Мураки Зет, где любой человек может найти информацию о жертвах политических репрессий. Там есть полное имя, фамилия, отчество, за что привлечен и как наказан. Это пригодится в будущем и нашим исследователям, а также историкам и молодежи. Оба сборника являются первыми изданными в области. Ахмедияр Батырханов, много лет исследующий пройденный путь наших земляков в эти суровые годы, тоже состоит в данной комиссии. Его книга «Таухмет Тарткан Тагдырлар» посвящена людям, ставшим жертвами политического произвола. В данном труде представлены комментарии о казахстанских военнопленных, фашистской Германии, Финляндии и других европейских странах. Результат нашей работы – это книга, вышедшая в декабре прошлого года. Большую поддержку оказал аким области Галий Искалиев. Я изучал биографию многих наших земляков. В сборник вошла информация о людях 5 районов области. Многое взяли с российского архива. В ряде книг и статей встречаются ошибки или неполная приблизительная информация. Я считаю, это делали для уменьшения числа погибших в плену наших земляков. Второй сборник «Сенім Сергельден» посвящен представителям религии, репрессированным в области в годы советской власти. В нем собраны краткие биографические справочники, исследовательские статьи и копии архивных документов. С тех пор здание духовенства передали разным учреждениям, а первую волну священнослужителей всюду подвергали изгнаниям, пыткам и заставляли отказаться от своих убеждений. Их лишили права выбранного голоса, они не могли войти в совхозы. Их имущество было конфисковано, это было начало репрессий. Большинство из них впоследствии расстреляли. Обсудив проделанную работу, члены рабочей группы заверили, что и впредь будут заниматься этой темой, тем более, что сейчас есть разрешение для работы с секретными документами. Алмагуль Джампеисова, Ербол Миндагалиев, Аида Сагидула, телеканал Акжаик.